Психолого-медико-педагогическая консультация вашему ребенку поставила заключение: нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение общения, социального взаимодействия или другое сложное нарушение. И вас направили в реабилитационный центр, а вы пока не знаете, что за организация, как она поможет вашему ребенку, что от него ожидать. Итак, сегодня мы с вами на канале поговорим об реабилитационном центре специальной организации образования. Итак, мы начинаем. Реабилитационный центр является специальной организацией образования, которая оказывает комплексную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям и подросткам с нарушениями в психофизическом развитии в возрасте от рождения до 18 лет. Комплексный характер помощи заключается в том, что в штате реабилитационного центра работает команда специалистов, врачей и педагогов. Психолого-педагогическая поддержка в центре осуществляется дефектологом, сурдопедагогом, тифлопедагогом, учителем-логопедом, педагогом-психологом. А медицинская помощь в центре осуществляется врачом-невропатологом, врачом-реабилитологом, медицинской сестрой, массажистом, инструктором ЛФК. Медицинская помощь предоставляется в виде медикаментозного лечения для тех детей, которому оно необходимо, процедур закаливания, лечебной физической культуры, массажа. Первичный осмотр детей с ограниченными возможностями, направленных на массаж, на лечебную физическую культуру, осуществляется врачами. Врачи смотрят детей, определяют стратегию проводимых мероприятий инструктором ЛФК и дают ему рекомендации. Поэтому в центре в приоритетном порядке принимаются дети с ограниченными возможностями как раннего возраста от рождения до 3 лет, а также дети с тяжелыми и сложными нарушениями в развитии. При поступлении ребенка в реабилитационный центр вначале проводится психолого-педагогическое и медико-социальное изучение ребенка с целью определения особых образовательных потребностей, специальных условий обучения, основных направлений коррекционно-развивающего обучения, определения эффективных методов, приемов, технологий психолого-педагогической помощи ребенку и его семье. Специалисты проводят междисциплинарную командную оценку, на которой устанавливается объем помощи, количество занятий, какие специалисты будут работать с ребенком, какие виды услуг ребенку предоставляются, продолжительность занятий, формы работы с ребенком в индивидуальном формате, подгрупповом или групповом формате. И разрабатывается индивидуально развивающая программа ребенка. Помимо индивидуально развивающих программ, которые реализуются педагогами на занятиях, согласно запросу родителей по их желанию, разрабатываются домашние программы помощи семьям. Как правило, такие домашние программы составляются с целью формирования у ребенка тех навыков, которые все дети пользуются в обычной повседневной жизни. Чаще всего это двигательные навыки, умение удерживать голову, сидеть, ходить, или навыки опрятности, проситься или ходить в туалет, и навыки самообслуживания, пить из чашки, есть ложкой, раздеваться, одеваться. В то же время родители могут в своих запросах указать на желание формировать у детей коммуникативные, речевые, познавательные и другие навыки. Чтобы помочь ребенку со сложными нарушениями, с тяжелыми и множественными нарушениями, нужны разные специалисты. И педагог, и логопед, и психолог, и инструктор по лечебной физической культуре, и врач-невропатолог, и врач-реабилитолог, и массажист. Такому ребенку очень сложно ходить по разным организациям, и это ему не нужно делать.
Ему трудно встречаться с разными людьми. Поэтому специалисты реабилитационного центра ждут такого малыша в стенах своей организации, чтобы помочь ему дальше развиваться и быть благополучным и успешным в жизни. Пока.